Первая экспозиция нового центра – работы выдающегося живописца XIX века Николая Рериха. Более 40 произведений отражают основные этапы его творческого пути. Здесь и ранние ценные картины по мотивам древнерусской истории, и поражающий взор фантастическим светом горные пейзажи. Старт работы неспроста ознаменован выставкой живописца, ведь именно он разработал важнейший международный документ по охране культурных ценностей. Общеизвестно, что он был основателем так называемого пакта Рериха. Необходимо всем во время тех или иных действий, военных и мирных событий, охранять национальное культурное достояние любой страны. Немаловажно, что материалы об открытии центра пройдут в эфирах федеральных телеканалов «Россия-24» и «Культура». Таким образом, в который раз, благодаря ГТРК «Мордовия», о событиях в нашем регионе узнают как в России, так и за ее пределами. Для развития культуры республики запуск федерального проекта – момент судьбоносный, определивший переход на качественно новую ступень. Для нас это очень значимо с точки зрения того, что мы становимся не просто столицей футбола, одной из столиц футбола, но и столицей культурной. Доступно широким слоям населения то большое культурно-историческое наследие, которое хранится в российских музеях. Создание общего культурного информационного поля России, о чем говорил наш президент в своем послании, в принципе, это стало воплощаться. Центру суждено стать ведущей площадкой по реализации инновационных проектов и развитию культурного туризма в Мордовии. Выставки, семинары, творческие вечера и работа с молодежью на базе ресурсного центра. Лучшие специалисты Санкт-Петербургского русского музея смогут делиться опытом с сотрудниками местных учреждений. И несмотря на то, что 4 года этому проекту, культурно-выставочный центр, тем не менее, поверьте, за подготовкой каждого культурно-выставочного центра к открытию стоит очень большая работа. Это преодоление разобщенности между регионами и центром, это создание передвижных выставок и представительств федеральных музеев в регионах. Пройтись по залам крупнейшей в мире сокровищницы русского изобразительного искусства теперь можно, посетив музей Эльзи. Потрясающий шанс появился благодаря виртуальным экскурсиям, еще одному направлению работы культурно-выставочного центра. Татьяна Кидякина, Евгений Бертяев, Вести, Мордовия.